Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: чему вы скоро очень удивитесь. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, чему я очень удивлюсь скоро, в ближайшее время, либо загадайте свой срок. Кому как удобно. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, удивитесь вы какому-то подарку. У одних подарок будет от конкретного человека, да, у человечек так озадачится, озаботится и вам прям шикарный подарочек сделает. А у других отыграется подарок судьбы, именно судьбы, подарок высших сил. Здесь что-то идет мега грандиозное, для вас невероятно приятное, и то, что может в корне поменять всю вашу ситуацию, жизненную ситуацию, и также отразиться на вашем будущем. Но давайте пойдем по порядку. Вот здесь у меня два человека борются, видите? И один с мечом, с ножом или за саблей, и второй такой же, да? И вот они борются. Силы не равны. Женщина гораздо сильнее, чем мужчина. Мужчина это уже как-то вот понимает, да, чувствует, ощущает на себе, но его это внутренняя упрямость и чувство, знаете, как сопротивление врожденное, да, вот сопротивляться всему и всем, не позволяет ему сдаться. Он сдастся вам, причем будет какой-то громкий разговор, какой-то прям скандальчик у вас тут намечается, вы тут блеснете своей саблей, туда-сюда помахаете, он убежит, либо как-то, знаете, в себе закроется, первым уйдет. А на следующий день, либо в тот же день, там вечером, да, допустим, поругались утром, вечером, мужчина придет и признается, что он дурачок, что вы во всем правы, что просто он такой упрямец, противный и ничего с собой поделать не может. Так и скажет: прости, засранца, прости, ну вот такой я есть, но ничего не могу с собой поделать. Я стараюсь, я работаю над собой, ну не получается. Вот тут такой я родился. Вот, а попросит у вас и прощения, и признает, что вы во всем были правы, и еще совета у вас будут просить. Так что, девочки, вы этого мужчину дожмете, вы его победите 100%. Что вас удивит? То, что он придет с таким разговором, то, что он раскается, и то, что попросит прощения, и то, что попросит, чтобы вы его научили, не бросали, да, научили уму-разуму. Это может быть как ваш возлюбленный, так и, например, ваш сын, либо младший брат. Ну, кого вы там воспитываете, с кем вы там постоянно сражаетесь, поединки ведете. Вот такая победа вас ждет. Человек преобразится, вот действительно преобразится. Может быть, кстати, человек чем-то злоупотребляет, какие-то дурные привычки, а вы все боролись, и тут раз такой потрясающий результат пойдет. Так, с боем вы себе победу добудете, но она будет очень сладкая, эта победа. Так, здесь у меня ситуация, когда люди дружат, люди общаются. По крайней мере, я вижу, что вы к этому человеку, ну, допустим, да, к женщине, ваша подруга, вы с добром, с открытым сердцем, знаете, как дом, и открываете, говорите: вот бери все, что хочешь, для тебя ничего не жалко. Вот эта женщина, она то ли живет похуже, чем вы, то ли жизнь у нее такая прям тяжелая. Эта женщина, она для вас что-то сделает, либо как-то вот прям за вас заступится, либо ваши интересы как-то протолкнет. Вот она как будто бы свое место уступает и вам отдает. Вот. Для вас это будет очень удивительно.
Потому что у вас все как-то наоборот, то есть вы ее поддержите, а тут она вот такой поступок совершит. От чего-то она откажется в вашу пользу, либо она против кого-то выйдет, да, чтобы заступиться за вас. Прям, знаете, тепло на душе у вас пойдет от этой ситуации, от этого события. Так, здесь у меня противный человек, очень противный, какие-то пакости делает постоянно. Пакости, гадости, какие-то претензии в ваш адрес. Может быть, на работе, может быть, по соседству, может быть, даже родственник какой-то ваш, либо родственница. Очень неприятный человек. Очень. С этим человеком какая-то неприятность приключится. Причем неприятность приключится в его же собственном доме. Либо что-то с этим домом произойдет, либо в доме что-то произойдет, либо к человеку в дом что-то придет нехорошее. Вот. Причем отыграется так, что накануне, то есть вы тоже там могли поссориться, либо какие-то претензии, какую-то грязь в ваш адрес этот человек кинул. Это случилось, например, сегодня, а на следующий день утром вы узнаете, что вот такая вот ситуация неприятная произошла. То есть здесь вот кто знает вас, кто был свидетелем этого конфликта, все будут прям так и говорить, что это прилетел бумеранг за вас. Да, вы и сами так тоже будете думать. Серьезно по лбу ударит, очень серьезно. И знаете, у этого человечка пыл, вот этот настрой агрессивный в вашу сторону, он поуменьшится, причем в разы поуменьшится, а может быть и совсем на нет сойдет. Но будет очень приятно. Вот вам будет приятно, что так произошло, потому что это действительно выглядит как бумеранг. Мне не показали, бумеранг это либо просто случайность, но вот отыграется как в канун, да, накануне громких событий, вот идет как возмездие. Так. Какая-то неприятность. Неприятность вот летает в воздухе. Это информация, это какие-то законы, правила, распоряжения. Может быть, даже какой-то вирус, да, что-то вот в воздухе летает. Но мне, конечно, больше идет как информация, потому что все-таки птицы показали. Что-то летает, и все этого боятся. И как будто бы вот эта птица, она периодически вот приземляется на головы разных людей. И с этими людьми какие-то вот неприятности происходят. То есть люди боятся, это к ним прилетает, люди, ну, как обреченные себя чувствуют, да. Вот вы тоже боитесь, вы очень боитесь. И что произойдет? Вот эта птица, она будет летать над вами, над вашей семьей, допустим, да, но ни на кого не сядет. То есть вас вот эта общая неприятность, она обойдет. То есть если все поголовно там гриппуют, то вы не заболеете, ваши близкие не заболеют. Если идут какие-то поголовные, там, ну, я не знаю, неприятности, какие-то специальные, там, не знаю, распоряжения, вот ваши соседи, может быть, даже дальние родственники, вот к ним прилетит, к вам нет. Вас вот это обходит все стороной. Это нереально удивительно, это очень похоже на чудо. И вы знаете, это действительно, ну, такая благодать, которую вы заслужили. Вы ее заслужили не только для себя, но и для своих близких. То есть вы настолько хороший человек, что высшие говорят, ну вот что хочешь, да, за кого хочешь, мы поможем. Мы тебя вот именно от этой неприятности отведем, и твоих близких отведем, от кого ты любишь, за кого переживаешь. Вот. Кстати, люди после этого будут шептаться. Какие-то могут быть разговоры не очень такие, знаете, приличные, приятные, да, двуякие разговоры. Могут даже как-то приписывать вам либо какие-то способности, либо какие-то вот связи, да, что как это так, нас всех тут за попу взяли, а эту женщину и ее семью мимо вот обошло. Но это Боженька вам посылает такую помощь. Дальше, мои хорошие. Подарок от человека. Вот оно, самое интересное. У кого-то отыграется подарок от вашего возлюбленного, либо от вашего прям близкого, любимого человека. Но подарок идет какой-то, ну, просто уникальный. Уникальный. У кого-то будет очень дорогой подарок, ну, просто невероятно дорогой. А у кого-то будет подарок особенный, вот с каким-то подтекстом, очень душевный, очень милый. То есть подарок делает вас счастливой.
Ну, понятно, если вам машину кто-то подарит, вы будете очень счастливы. Либо любящий вас человек, да, там ребенок своими руками что-то сделает, вам подарит, вы тоже будете очень счастливы. Вот идет прям в самое ближайшее время вам такой подарок. Это идет сюрприз. Сюрприз. Да, я сделала вам спойлер, да, я не хороший человек, но тем не менее, раз вы зашли на эту цепочку, вы желаете быть в курсе событий. Вот идет вам такой вот подарок. А в какой-то необычной обстановке, очень душевно, очень мило. И у вас, от многих, я вижу прям слезы, слезы счастья. Не горя, не тоски, не печали, а именно счастье идут от получения этого подарка. Так, вот здесь какой-то человек, но этот человек как-то с вами рядом находится. Вы постоянно то ли встречаетесь, то ли видитесь, может быть, где-то по соседству живете. Человек, который долго за вами наблюдал, долго как-то, знаете, обходил вас стороной, там, 10-й дорогой обходил. Вы всегда, вот у вас вопрос в голове был, да, почему этот человек такой нелюдимый, вот, по крайней мере, со мной. Почему там видит меня, куда-то там убегает, забегает. Ну, вы видели, да, какие-то такие сомнения у вас в голове были о странности поведения этого человека. Вот этот человек вам признается, почему он так себя ведет. Признается он в своих чувствах. Вот так и скажет: я люблю тебя уже столько-то лет, да, там 5, 10, там 15. Боролся я с этими чувствами, боролся я со своей любовью, но не могу я победить, не могу. Я думаю о тебе, я мечтаю, я очень хочу быть с тобой. Вот все, что хочешь, то и со мной делай. Я больше не могу терпеть. Я должен тебе сказать о своих чувствах. Хочешь, пользуйся мною. Если тебе что-то надо, вот последнее отдам для тебя, ради тебя, чтобы ты улыбалась. То есть какой-то разговор, он и шокирующий, и удивительный, и растерянность идет. Да? Вы как потеряетесь. У вас идет растерянность. Вам будет сложно среагировать и просто даже какое-то слово из себя выдавить. Но не ждете, совершенно вы не ждете, что именно этот человек вам признается в любви, в своих чувствах. А он и просить ничего не будет. Наоборот, он будет предлагать помощь и будет предлагать, вот как я, к вашим услугам. Все, что есть, то ваше. Как-то вот не просто вам будет выйти из этой ситуации, но ничего, вы выйдете, вы справитесь. Вас очень удивят ваши детки, причем удивят какими-то знаниями. Знания, вот что они знают, что они умеют. Это не про таланты, нет, это именно про знания. Скорее всего, хорошие отметки в школе, либо участие в каких-то конкурсах, олимпиадах, получение каких-то призовых, там, не знаю, мест, грантов, может быть, тоже, да, могут ребеночка вашего отправить в какую-нибудь там школу необычную, да, либо в учебное учреждение. И вот как будто бы ребеночек сам всего добился. Да, вы, может быть, знаете, что ваш ребенок там хорошо учится, либо наоборот считаете, что ребеночек отстает по успеваемости, а ваш ребенок вас удивит, очень удивит. Вам сложно будет в это поверить, но вот вам как подтверждают, да, может быть, вам ребенок скажет, вы так усомнитесь, а потом, например, преподаватель школы позвонит и тоже вам там расскажет, и вы прям в шоке будете от того, какой у вас тут умненький ребенок растет, да, самостоятельный, умненький, и вот как недооценивали вы своего ребенка, да, звездочку поймает ваш ребенок, очень приятно. Так, девочки, у кого мужчина то ли пьющий, то ли с какими-то наклонностями не совсем адекватными, да, может быть, он у вас азартный, либо он у вас такой рубаха-парень, там постоянно там друзья, товарищи, там разъезды любит, какую-то активность, там чем-то занимается, там спорт, да, футбол, какие-то у вас есть претензии к вашему любимому человеку, но это именно супруг ваш идет. Больше, конечно, похоже на пьянство. Вы простите, но похоже. Так, не важно, не суть. Суть в том, что ваш человек вас очень удивит. Удивит тем, что он уйдет либо в завязку, либо вот чем-то займется очень увлеченно. Когда он вот эти свои гульки, вот эту разгульную жизнь, прожигание, вернее, своей жизни, он отодвинет, задвинет и, возможно, откажется. Да, во что-то он вольется, либо в какое-то дело, либо в правильный образ жизни, там, в здоровое питание,
в спорт, может быть, какое-то обучение, у кого-то даже, может, религия заинтересуется. Да, вот человек будет меняться на глазах. Причем вы столько лет просили, умоляли, не знаю, лечили, ругали, что вы только не делали. Результат был нулевой. Нулевой, просто нулевой. А тут сам начнет что-то там копошиться, ковыряться, там говорит, все, не пью, и не буду, и не предлагайте, и там, что есть дома, все это давай ликвидируем, я вот там на спорт пойду, я там бегать по утрам, я на работу, да, у меня там работа, подработка. Ну, прям такую активность разведет. Вам будет сложно в это поверить. Сложно поверить, прям будете ходить и просить, чтобы вас периодически щипали, да, не сплю ли я. Но правда, девочки, время пришло. Вот ваши молитвы, все эти ваши потуги, все ваши старания, они были услышаны, они были приняты, человек меняется. Там, конечно, есть причина есть, вы об этом узнаете гораздо позже. Но, тем не менее, львиная доля, она ваша. То есть это ваши старания идут. Так, человек, который считался либо пропавшим, ну, либо вы думали, что самое худшее случилось с этим человеком. Не могу сказать, кто он вам, но вы как уже приняли, либо смирились даже с этой ситуацией. Вы об этом человеке получите информацию, очень удивительную информацию. Информация положительного характера идет. Прям, знаете, порадуетесь, успокоитесь. Да, о каком-то человеке. Не знаю, мужчина, женщина, но получите. Получите, причем похоже на какую-то официальную. Это не так, что кто-то где-то кому-то сказал, а именно официальная какая-то информация. Может быть, вы запросы какие-то отправляли. Вот придет ответ. Ответ вас порадует. Успокоит и порадует. Так. Самое интересное. Подарок от судьбы. Подарок от судьбы. Значит, мои хорошие, это какой-то шанс невероятный все в своей жизни поменять. Что это будет конкретно, я не скажу. Вы все разные, у каждого будет своя ситуация. Но что я вижу точно, что вы не сможете от этого отказаться. Просто не сможете. Это падает вам на голову. Вот сверху прям падает, и все, нельзя отказаться. Идет такая ситуация, либо такая обстановка. Это, как знаете, похоже на спасательный круг. Но этот круг потом куда-то вверх потащит. Да, и вы на этом кругу вот прям возвыситесь над людьми, которые рядом с вами. Но у кого-то бизнес попрет, да, у кого-то работа попрет, у кого-то личная попрет. Кто-то вот прям окажется в нужное время, в нужном месте. Здесь очень похоже на какое-то прям тотальное везение, либо очень мощный, позитивный такой, ну, пас вам, да, пас, вот как в футболе. Мячик удачи, и вы его поймаете. А у вас нет других вариантов. Вот время пришло жить по-настоящему и все в своей жизни поменять. Причем раз и навсегда. Избавиться от того, что мешало, тянуло, обездвиживало. Тут какие-то лишения, проблемы. И действительно зажить по-человечьи. Вот как вы хотели, как вы мечтали. Вот это к вам идет. Когда это произойдет? Ну, в течение где-то месяца-двух у вас это произойдет. У кого-то раньше, у кого-то позже. Но мимо вы точно не пройдете. Ну, считайте, что вас приговорили быть счастливыми, да? И жить по-настоящему. Да, очень классно. Заслужили. Вы заслужили, вы заработали. Так, и еще новый человек. Вот, смотрите, в виде большой собаки. Собака очень большая, дружелюбный к вам этот человек. Человек либо постарше, чем вы по возрасту, либо человек, который очень много в жизни добился. Этот человек идет в вашу жизнь, он с левой стороны заходит. То есть вы не знаете этого человека, либо, ну как, может быть, знакомы там, заочно, но лично не встречались. Какой-то невероятный человек, помощник, защитник, добытчик, человек, который будет вас оберегать. Вот этому человеку вы 100% доверитесь и никогда об этом не пожалеете. Кто-то из девчоночек встретит мужа, да, будущего мужа, половиночку. Мужчины то же самое. Если вы хотели построить семью, встретите замечательную женщину. Готовьтесь к тому, что она будет побогаче, чем вы, либо более такая, знаете, статусная,
Но тем не менее, именно она, именно эта женщина, она идет вам в жены. Вот. А если мы говорим о дружбе, человек с высоким положением в обществе и очень авторитетный, ну, покровитель, да, ну, так можно сказать, друг-покровитель. Так что, мои хорошие, будет чему удивиться, будет чему порадоваться. И, конечно же, вот для тех, кто просил, мечтал, жизнь поменяется. Поменяется кардинально в лучшую сторону. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.